В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Совсем скоро Абхазия отметит 23-ю годовщину Дня Победы и независимости республики. По всей стране проходят памятные и торжественные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Встречаются ветераны, им вручаются заслуженные награды. Обо всем об этом в нашей программе сегодня. А начнем с рубрики «В эти дни 23 года назад». 28 сентября после освобождения столицы нашей родины Сухума подразделения абхазской армии, не останавливаясь, пошли дальше на восток, чтобы полностью освободить отечество от грузинских оккупантов. Преодолевая упорное сопротивление врага, абхазские бойцы продвигались вперед навстречу бойцам Восточного фронта, которые держали оборону на центральной трассе с 16 сентября. В этот день стало известно, что Эдуард Шеварднадзе бежал из Абхазии. Около 12 часов дня освобожден Сухумский аэропорт. 28 сентября на Кадурском мосту произошло объединение Западного и Восточного фронтов абхазской армии. Прорвана блокада города Ткорчал. Чуть позже мы вернемся к мероприятиям, посвященным Дню Победы, а сейчас к другим новостям. Сегодня в Сочи президент Рауль Хаджимба встретился с представителями российских СМИ. Беседа с журналистами была запланирована в рамках 20-го Всероссийского форума журналистов, который в эти дни проходит в курортном комплексе Дагомыс. На форум приехали около 2000 представителей различных СМИ, каждый из которых мог задать вопрос президенту Абхазии. Бела Кварчия продолжит тему. Программа третьего дня фестиваля была насыщенной, но возможность пообщаться с президентом Абхазии журналисты не упустили. Киноконцертный зал туркомплекса «Дагомыс» был практически заполнен, а вмещает он ни много ни мало около 600 человек. Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов представил слово президенту. Рауль Хаджимба выбрал верную тональность. Выступление было искренним и неформальным. Президент рассказал журналистам о новейшей истории Абхазии, подчеркнул, что ее народ всегда стремился сохранить свою идентичность. Выступление коснулось и тяжелого военного периода, времен блокады и отношений с Россией. Рауль Хаджимба отметил, что Абхазия благодарна России за финансовую помощь, которая оказывается с 2009 года, но подчеркнул, что страна сегодня всеми силами стремится развивать собственную экономику. Президент коснулся и темы создания единого оборонного пространства с Россией. Союз Абхазии и России взаимовыгоден, подчеркнул он. Что касается военной тематики и пограничных сил, которые находятся. Это обеспечило не только безопасность самой Абхазии. Я не сомневаюсь, что так понимают многие, это безопасность и самой Российской Федерации. Что дает основание говорить о том, что мы, находящиеся на границе сфер влияния Запада и России, должны сделать все для того, чтобы отношения Абхазии и России развивались бы в самых тесных процессах. В своем выступлении Рауль Хаджимба затронул тему взаимоотношений с регионами России, в особенности с Северным Кавказом. Президент рассказал о проблемах, которые остро стоят в Абхазии. Это развитие абхазского языка, активизация процесса репатриации, улучшение криминогенной ситуации и другие вопросы. О том, что не успел рассказать президент, спрашивали журналисты. Многие предлагали различные проекты, которые помогли бы больше информировать об Абхазии в российских СМИ. По словам самих журналистов, встреча с президентом Абхазии оказалась полезной. Российские журналисты подчеркивали, что интерес к Абхазии достаточно высокий, но было бы хорошо наладить постоянный канал связи, посредством которого общественность России и других стран смогла бы узнавать об Абхазии. Бела Кварчия, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж о встрече президента Рауля Хаджимба с представителями российских СМИ смотрите в нашем эфире завтра. А сегодня на нашем канале сразу после новостей полная версия встречи президента с руководителями абхазских СМИ, прошедшей накануне в Сухуме. Сегодня в Сухуме прошла генеральная репетиция торжественного прохождения пеших колонн Министерства обороны Республики Абхазия и подразделений 7-й военной базы Министерства обороны России, посвященного 23-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. На мероприятии присутствовали вице-президент Виталий Габня и министр обороны Мираб Кишмария. В торжественном прохождении приняли участие более 550 военнослужащих.
Сегодня в Министерстве обороны состоялось торжественное собрание, посвященное 23-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии. В праздничном мероприятии приняли участие вице-президент Виталий Габня и премьер-министр Беслан Барцыц. Министр обороны и генерал армии Мираб Кишмария поздравил военнослужащих и ветеранов с 23-й годовщиной победы. Этот праздник навсегда останется в наших сердцах как символ героизма и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на нашей многострадальной земле, сказал Кишмария. В рамках мероприятия состоялось вручение грамот, медалей и присвоение званий. Вице-президент Виталий Габня в своем выступлении отметил, что в войну мы выстояли и смогли победить, потому что были едины. Мы выстояли и смогли, потому что были едины. Потому что тогда, когда мы были едины, всегда появится лидер, национальный лидер, которым был Владислав Григорьевич Арзамас, где мы дали отпор агрессору. Сегодня на заседании сессии Народного собрания депутаты единогласно утвердили кандидатуры Нурия Таня на должность генерального прокурора Республики Абхазия. Ранее Нурий Таня работал в судебных органах и в органах внутренних дел на различных должностях. С июля 2015 года прокурор Гудаутского района. Нурий Таня, 1964 года рождения. Во время Отечественной войны народ Абхазии являлся оперуполномоченным Гудаутского РОВД. После войны в разные годы работал прокурором Гудаутского района, заместителем начальника следственного управления МВД, заместителем прокурора Сухумского района. В прошлом году он вновь был назначен на должность прокурора Гудаутского района, где и работал поныне. С 2008 года по 2009 работал юристом собрания Гудаутского района. С 2009 года по 2011 год заместителем прокурора Сухумского района. С 25 ноября 2014 года исполняющим обязанности прокурора Гудаутского района. С 17 июля 2015 года по настоящее время работает прокурором Гудаутского района. Кандидат на должность генерального прокурора сказал, что понимает всю меру ответственности. Принципиальность Нурия Таня не вызвала сомнений у депутатов. На моей практике было несколько случаев, когда обращались по поводу незаконных задержаний и так далее. Реагирование было быстрым, ответственный подход, поэтому прошу коллег поддержать кандидатуру Нурия Абдулиновича. По итогам тайного голосования счетная комиссия представила результаты. По итогам тайного голосования Таня Нурий Абдулинович получил 26 голосов за, против никого нет. По итогам избран Таня Нурий Абдулинович на должность прокурора, генерального прокурора Республики Абхазия. Нурий Таня поблагодарил депутатов за оказанное доверие и пообещал активно сотрудничать с парламентом. Затем, по традиции, новоиспеченный генпрокурор произнес слова присяги. Клянусь при осуществлении полномочий генерального прокурора Республики Абхазия свято соблюдать Конституцию Республики Абхазия и законы Республики Абхазия, защищать права и свободы человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства. В своем первом интервью в новом качестве Нурий Таня пообещал сделать все возможное для решения стоящих перед прокуратурой задач. Он намерен тесно взаимодействовать с другими правоохранительными и фискальными органами страны. С первого дня мы будем заниматься именно надзором, будем тесно взаимодействовать с другими правоохранительными органами и фискальными органами, для того, чтобы была стабильность в республике, права человека не нарушая. Нурий Таня сказал, что изучит все уголовные дела, получившие широкий общественный резонанс, и доведет их до логического завершения. Среди таких дел массовые беспорядки у стен МВД этим летом. Я знаю, что возбуждено уголовное дело по массовым беспорядкам. Или это будет массовые беспорядки, или хулиганские действия, я пока еще сказать не могу, потому что я это дело не видел. Но что это дело нужно доводить до конца, это обязательно оно должно, и мы его доведем потихонечку до логического завершения. Нурий Таня не планирует, по крайней мере, пока, кадровые перестановки. Все специалисты будут задействованы, сказал генеральный прокурор. Нурий Таня сменил на посту генерального прокурора Алексея Ломия, который занимал эту должность 2 года. На заседании сессии парламентарии проголосовали во втором и окончательном чтении за новую редакцию закона о временном порядке исчисления сроков лишения свободы. Из-за отсутствия необходимых условий содержания осужденных в зависимости от места отбывания и тяжести преступления будут меняться сроки отбытого наказания. Елена Лоло, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.
Новый закон о приватизации республиканской и муниципальной собственности создает правовую основу для ограничения участия иностранцев в приватизации государственного имущества, считают парламентарии республики. Сегодня на площадке Арсмира депутаты Ахрабжани и Георгий Агрб отвечали на вопросы журналистов о том, как создавалась новая редакция закона и чем она, по сути, отличается от ныне действующей. Тему продолжит Сима Аргун. Ныне действующий закон о приватизации республиканской муниципальной собственности дает возможность приватизировать объекты в 3 случаях. Если они являются торговыми, были разрушены в ходе военных действий или строительство объектов не было завершено. Законопроект обсуждался на протяжении долгого времени, и парламент Абхазии принял его новую редакцию с учетом нынешних реалий. Новый закон о приватизации республиканской муниципальной собственности вступает в силу с 1 января 2017 года. Закон, который был вызван нашим рассмотрением и дальнейшим принятием, в первую очередь потому, что сами процессы приватизации, которые происходят в стране, ни нас, ни граждан Абхазии уже не устраивали. Жизнь движется вперед, экономика движется вперед, появляются новые обстоятельства, которые требуют нового нормативного регулирования. Авторы нового законопроекта решили по максимуму конкретизировать и ужесточить процедуру приватизации государственной собственности. Он исключает прямую продажу объектов. Чтобы пресечь коррупционный сговор, они будут приватизироваться через конкурсы, аукционы и акционирование, отметили депутаты. В последнее время в обществе активно идет обсуждение данного закона. Несмотря на то, что он был утвержден парламентом еще в июле месяце, на данный момент в социальных сетях дискутируют по поводу участия иностранных физических и юридических лиц в процессе приватизации. Люди опасаются, что этот процесс может противоречить интересам народа, но депутаты парламента высказывания отдельных лиц считают необоснованными и неаргументированными. Действующий закон 1997 года не запрещал и не ограничивал участие иностранцев в приватизации госимущества. А новая редакция закона сможет регулировать этот процесс, уверены парламентарии. Просто очень много поправок, очень много дополнений, очень много пояснений, поэтому он получился новый, как бы в новой редакции. Но по сути, сама суть закон существует с 1997 года. И там также приватизация шла и идет, и он до сих пор, этот закон 1997 года, по сегодняшний день действует. И в том числе там дано право также юридическим и физическим лицам иностранных граждан участвовать в процессе приватизации. Это просто к тому, что коротко сказать, что это как бы не мы, это как бы начинатели процесса приватизации. Это процесс идет давно. Депутат Ахрабжани считает, что чрезмерное участие государства в экономике страны не всегда эффективно. Поэтому для привлечения капитала в страну некоторые государственные объекты необходимо разрешать приватизировать, уверен Бжаня. Если мы хотим развивать наше производство, развивать экономику и делать так, чтобы привлечение денег порождало другие деньги, способствовало развитию периферии, рабочих мест, технологий, знаний и так далее, мы должны участвовать в этом процессе. Впервые новый закон вводит разграничение объектов республиканской и муниципальной собственности и дает возможность местным администрациям самостоятельно формировать их список, а местным органам самоуправления утверждать его. Также в законе определен перечень имущества, не подлежащего приватизации ни при каких обстоятельствах. Вот здесь просто четко, постатейно и попунктно перечислены моменты, когда иностранные предприниматели или юридические лица с иностранным участием вообще не могут принимать никакого участия в приватизации их объектов. Либо конкретно по объектам государственного, оборонного и прочего там характера, там все перечислено. Либо в связи с определенными обстоятельствами, когда вы считаете, что в данный момент эти объекты представляют для вас предмет стратегического интереса. И национальной безопасности и так далее. Я хочу сказать, что в прошлом законе, при всем уважении, вот такого детального расписанного ничего не было. Этот закон не имеет отношения к продаже жилья иностранцам, говорят депутаты, и просят общество не беспокоиться по этому поводу. Прямой строкой в 3 статье указано, что жилой фонд не может подлежать вот это вот. То есть входит в перечень объектов, на которые не распространяется действие настоящего закона. Журналистов интересовали механизмы проверки лиц, претендующих на участие в аукционе, защита интересов граждан, а также много сопутствующих вопросов, касающихся безопасности интересов народа. Но реальный потенциал закона можно будет увидеть только на практике. А пока представители СМИ предлагают депутатам при принятии важных проектов закона обсуждать их с обществом. Сима Аргун, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.
Возвращаемся к теме празднования Дня Победы. Накануне, в день освобождения столицы, на набережной у Колоннады с большим успехом прошла премьера третьего заключительного фильма музыкального проекта «Харахару Рихабы Эма Ходжа», посвященного памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзумба. В мероприятии принял участие президент Рауль Хаджимба. О том, как прошла презентация, расскажет Рената Шакая. Перед показом премьерного фильма музыканты, сыгравшие в нем, исполнили несколько произведений из предыдущих частей «Харахару Рихабы». Президент Абхазии Рауль Хаджимба в своей поздравительной речи поблагодарил автора фильма Эму Ходжа и всех, кто принял участие в его создании, за то, что они вдохнули новую жизнь в песне войны. Абриусду и чизгаз заге. Вчера еще бзораны, хайбашра, ашапа, наунадза, хажлар и взанхар. Автор музыкального фильма, журналист Эма Ходжа, тщательно подбирала песни, рожденные в трудное для Абхазии военное время, ведь у каждой из них своя история, свой исполнитель. Многие из них так и запомнились зрителям с гитарой и в окопах на передовой. Это первичное исполнение песен особенно дорого. Вот почему перед авторами стояла сложная задача – исполнить композицию достойной. И они это сделали. Музыкант, аранжировщик, композитор Анри Гумба признается, что над каждой композицией они работали очень деликатно. Он упал, сраженный наповал. С начала музыкального проекта «Харахару Рихабы» в нем приняли участие около 100 человек, сыновей и дочерей реальных героев войны. И, конечно, сами ветераны. Абипараква Реймадара Нагдзахойт Хаскуянагут, Избанзара Брага Шпет, Забат Шархат Хаядзалан, Забатша Рыматазишцана, Акино Джабзарги, Уртрумя Кузагирна Сазаджар, Аджар Хамазар Хтула Яму Папепш, Рабатша Раша Курхузара Джар Хтула Ахатагюх Вахойта, Хепшумрагю Вахойта. Военные песни поднимали дух наших бойцов, вселяли надежду, помогали собраться с силами. Они проникнуты болью и трагизмом Отечественной войны. В третьей части фильма нашлось место и драме, и любви, и героизму. Кадры военной хроники плавно переходили в современные постановочные съемки, дополняя и как бы продолжая друг друга. И это одна из особенностей третьего фильма. С 2011 года, с самого начала съемок музыкального фильма «Харахару Рихабы», посвященного памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзумба, генеральным спонсором проекта является компания «Аквафон». Когда впервые авторы проекта Эма Ходжа и Тимур Кучебери озвучили свою идею в нашей компании, она нашла понимание и помощь. Ведь в нашей компании у истоков компании работают те люди, которые были причастны к победе, те люди, которые освободили нашу родную с вами землю от захватчиков. И, несомненно, мы верили в то, что авторы смогут передать колорит, дух и мощь тех песен, которые порой в самые сложные времена помогали нашим воинам. Продолжением фильма «Песни нашей победы» стали концерты живой музыки. Если до этого зрители могли видеть только фильм, сейчас музыкальная группа «Амар Рекордс» вживую исполняет песни, рожденные войной. Концерт подарил незабываемые впечатления зрителям, среди которых были и родственники погибших добровольцев Северного Кавказа. Исполнение военных песен в новом звучании затронуло души всех зрителей. Продолжительные аплодисменты и крики «Браво!» в благодарность авторам проекта и музыкантам. Рената Шакая, Артур Каландия, Абхазское телевидение. Сегодня в нашей программе смотрите полностью презентацию третьего фильма «Харахару Рихабы».
Продолжается проект кампании «Аквафон» по установке масштабных государственных флагов Абхазии в городах и районах республики. 28 сентября флаг был установлен на въезде в село Маркула Чемчирского района. Репортаж с церемонии Амры Амичба. В праздничные дни государственный флаг, символ победы в Отечественной войне народа Абхазии, установлен по республиканской трассе Псоу-Игры у въезда в село Маркула Ачемчирского района. Масштабные флаги Абхазии, этот проект был запущен в 2009 году совместно с Государственным комитетом по молодежной политике и спорту. Такого рода флаги были установлены во всех городах Абхазии, и после этого было решено, что мы будем ставить флаги в памятных местах боевой славы, там, где проходили жесточайшие сражения. Наша компания и в дальнейшем собирается продолжать этот проект. Под звуки государственного гимна на 20-метровую высоту учащиеся Чемчирской школы-интерната поднимали полотнище размером 32 квадратных метра. Отныне на возвышенности у развилки дороги Сухума-Чемчира гордо реет абхазский флаг. На торжественную церемонию пришли ветераны войны, герои Абхазии Гашек и Шамиль Адзинба, глава администрации села Маркула Анрик Хурхумал, представители компании «Аквафон», а также учащиеся учителя Ачемчирской школы-интерната. Участники мероприятия отмечают важность события прежде всего для подрастающего поколения. Это один из важнейших символов нашего государства. Вот, у нас уже был, когда началась война, вы знаете, это было до войны, этот флаг, гимн, герб, все было принято. С флагом ребята шли в атаку. Как раз сейчас наши праздничные дни, они, скажем, с тенью печали, потому что многих ребят с нами нет. Это праздник, это победа. Хочу, кстати, пользуясь случаем, всех поздравить, весь народ, ветеранов, боевых моих друзей, всех, кто нас ценит, любит, которые живут не только в Абхазии, но и за пределами, и не только абхазы, кто нас уважает и поддерживает в нашей борьбе, в нашем становлении. Вот такие вот мероприятия, которые проводит компания «Аквафон», оно способствует этому поднятию патриотического духа и отношению к символу нашего государства. Ачемчирцы Ливан Торчу и Алхаз Харазия подготовили проект по благоустройству территории у подножия большого флага. По инициативе общественности района здесь будет разбит сквер. Представитель компании «Аквафон» Астан Барцец передал главе администрации Маркулы Анрику Хурхумал еще один экземпляр флага для дальнейшей замены. Учащиеся Ачемчирской школы-интерната устроили импровизированный концерт и прочли патриотические стихи. 6 октября, в день освобождения Гагры, государственный флаг Абхазии будет установлен у границы по реке Псоу. Амра Амичба, Астамур Гошба, Абхазское телевидение. В Гулрипш сегодня празднуют День освобождения. 23 года назад бойцы абхазской армии прогнали агрессора и водрузили знамя победы на главном административном здании района. Поздравления с Днем Победы гулрипшцам адресовал президент Рауль Хаджимба. Праздничный адрес зачитал вице-президент Виталий Габни. Перед героями, павшими за свободу Родины, склоняем низко головы. Взлетают на ветру всполохи вечного огня у обелиска славы и ложатся цветы на черные мраморные плиты. Каждый год 28 сентября это священное для жителей Гулрипшского района место объединяет в едином патриотическом порыве ветеранов войны и молодых военнослужащих, работников администрации и школьников, вдов и матерей погибших героев. Почтить память боевых друзей, не доживших до победы, в Гулрипш приехал вице-президент Абхазии Виталий Габни вместе с главой правительства Бесланом Барцец. Мир мы уже завоевали. Теперь Абхазии нужно единство, которое поможет возродить страну и сделать ее процветающим независимым государством. С такими словами вице-президент Абхазии Виталий Габни обратился к собравшимся жителям района. Уже миновал 23-й год, как наша жизнь разделилась на до и после войны. Насколько была заплачена дорогая цена нашим народам, вы знаете, ушли лучшие из лучших наших отцов, друзей, братьев, без которых наша жизнь является также неполноценной. Мы выстояли, потому что были едины, сжавшись в один кулак. У нас не было другого шанса, ведь мы не превосходили противника ни в живой силе, ни в технике. У нас только был дух на понимание, что это последний шанс для нашего народа. В результате мы единственные из всего черкесского мира, которых рассеяно по миру порядка 2 миллионов, обладаем своей независимостью на своих исторических землях. И это бесценный дар, который мы должны удержать и передать последующим поколениям.
С днем освобождения жителей Гулрыбского района поздравил глава Аслан Баратели. В своем выступлении он особо отметил роль в победе нашей диаспоры, друзей из России и братьев с Северного Кавказа. Наша победа была справедливым завершением той борьбы, которую абхазский народ вел годами. Любой другой исход для моего народа означал бы полное его истребление. Бог был с нами, справедливость была на нашей стороне, и мы оказались победителями. Я поздравляю весь абхазский народ, поздравляю моих дорогих гулибцев с победой. Сегодня жители района отмечают праздник, в котором для нашего народа тесно сплелись скорбь потерь и радость победы. Главное пожелание в этот день – мир на нашей благословенной Апсны. Низ Фаршба, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Сегодня в селе Кындык Ачимчирского района ветеранов Отечественной войны народа Абхазии награждали боевыми наградами. В торжественном мероприятии, которое прошло у памятника погибшим, приняли участие ветераны, семьи погибших и руководители села. Репортаж Сарии Смыр. Спустя 23 года награды нашли своих героев. 36 медалей за отвагу и 7 орденов Леона были вручены ветеранам села Кындык. Все они сражались в различных батальонах, принимали участие в наступлениях, были на передовых позициях. У каждого из них своя история. Безусловно, всех их можно назвать героями. Они не жалели ни сил, ни жизни ради Родины. 7 медалей были присвоены героям посмертно. Награды были переданы их семьям. А тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, здесь вспоминали с особой теплотой. Родители и дети не могли сдержать слез. Боль от потери родных до сих пор не утихла. А в памяти ветеранов свежи воспоминания. Я 17 числа практически начал воевать. Вот. Минировали, потому что у нас ничего не было. Оружия не было, ничего не было. Но пришлось как-то защищаться, приходилось как-то защищаться, поэтому привозили взрывчатку из Кварчала, заправляли баллоны кислорода, газовые баллоны заправляли, и так взрывчатку делали, взрывпакеты. Виталий Кют с первых дней войны принимал участие в боевых действиях. Он вместе со своими товарищами воевал в батальоне «Дамаск». Сегодня он награжден медалью за отвагу. Вспоминать о войне не любит. Говорит, не зажили еще старые раны. Но тем не менее он рассказал эпизод из войны, который ему особенно запомнился. Очень большая операция была, когда мы у моста находились, вот здесь вот Чашинского, где сейчас вот тепличные хозяйства вот находятся. На той стороне мы за дорогой были, половина наших ребят из бригады находились на этой стороне. И огромная колонна шла. Там в лице БМПшек и карусов и все. У нас друг, товарищ Амиран Хаджинбаест, он взял, подбил эту колонну с гранатомета. И очень много их погибло тогда. Наши ребята, даже когда врозь уже почти чуть ли не уходили, ребята некоторые и в воде сидели, и в воде находились, потому что у них сильная подмога была. Вечером ели друг друга, как говорится, собрали. Все, один из наших ребят, Гоги, после войны он погиб в Сухуми. Он даже под капот залез, валялся капот. Он под капот залез и спрятался там вот. По нем даже грузины ходили, даже не заметили его. В мероприятии приняли участие и школьники. Они также возложили цветы к памятнику и рассказали стихи о войне. Село Кындык, где во время войны шли ожесточенные бои, славится своими героями. Много выходцев из села сложили свои головы ради освобождения Родины. Многие ветераны получили свои награды спустя много лет, но они признаются, для них тогда самым главным было одержать победу. Сария Смыр, Тимур Кугохия, Абхазское телевидение. К празднику Победы подготовлен ряд мероприятий. 29 сентября в 9 часов утра состоится старт автопробега «Дорога жизни» с площади Свободы до села Бедия, где состоится церемония награждения и просмотр фильмов. Автопробег продолжится 30 сентября уже от села Бедия к мемориалу Владислава Арзенба в селе Ишера, где состоится церемония возложения цветов. 30 сентября мероприятия начнутся в 9 часов утра с возложения цветов к могиле Владислава Арзенба, затем в 11 часов возложения цветов в парке Славы, в 12 торжественное прохождение пеших колонн Министерства обороны у парка Славы. В
В час дня начнется прохождение бессмертного полка по набережной Махаджиров и по площади Свободы. В 5 вечера в Государственной филармонии концертная программа и в 19 часов праздничный салют на набережной Махаджиров. Кроме того, 30 сентября в селе Мука Чемчирского района состоится ежегодное праздничное мероприятие Мук-Ашта, которое начнется в 11 часов утра. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.